Добрый день, уважаемые слушатели. Добрый день, уважаемые участники конкурса «Лучший преподаватель-организатор ОБЖ БЖД». В первую очередь мы с коллегами хотели бы вас поздравить с прошедшим Днем Учителя и пожелать много новых творческих открытий и творческих взлетов. Ну и сегодня на нашем мастер-классе «Слагаемые успеха» мы с вами поговорим о том, как вам необходимо будет подготовиться к предстоящему конкурсу. Разберем подробно критерии и проговорим организационные моменты. И я хотела бы представить наших спикеров, экспертов. Это Бакапова Алина Вячеславовна, майор внутренней службы, заместитель начальника отдела подготовки населения Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан. Это Светлана Семеновна Волкова, педагог-организатор ОБЖ, учитель ОБЖ и эксперт комиссии, которая будет оценивать ваши работы и презентацию вашего урока. И я, Сафина Элина Нуровна, заместитель председателя Совета школы безопасности и доцент кафедры охраны здоровья, безопасности, жизнедеятельности Башкирского государственного педагогического университета. И сейчас я хотела бы передать слово Алине Вячеславовне для того, чтобы она проговорила об основных организационных моментах конкурса. Алина Вячеславовна, пожалуйста. Добрый день всем, приветствую всех на нашем мастер-классе. Хочу познакомить вас, ознакомить с организационными моментами данного конкурса, республиканского конкурса, название «Лучший преподаватель, организатор ОБЖ БЖД», посвященного 30-летию МЧС России. Организаторами конкурса является Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан, Министерство образования и науки Республики Башкортостан и Государственный комитет Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям. Конкурс является ежегодным, направлен на поддержку инновационных технологий и организации образовательного процесса, стимулирование профессионального роста преподавателей ОБЖ, повышение престижа профессии, развитие творческой деятельности, утверждение приоритетов образования в обществе. Принять участие в конкурсе могут преподаватели-организаторы ОБЖ, БЖД, образовательных организаций различных типов. Образовательные, профессиональные, образовательные организации высшего образования, независимо от их организационно-правовой формы, в том числе работающие по совместительству. Республиканский конкурс состоит из двух этапов. Первый этап – муниципальный. Это выдвижение участников конкурса производится органом местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, который направляет конкурсные документы педагогов-участников в Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан. Предварительный отбор участников в муниципальных образованиях производится органами местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования самостоятельно. Второй этап – региональный, который состоит из двух туров. Первый тур – заочный и второй тур – заключительный, очный. В первый заочный тур – это конкурс представленных документов. Цель заочного тура – определить состав участников очного тура. Цель второго очного тура – на основе оценки членов экспертной комиссии на основании оценки членов экспертной комиссии определить уровень профессионального мастерства участников, выявить лучшего преподавателя-организатора Республики Башкортостан по основам безопасности жизнедеятельности. Приглашается не более одного участника от каждого муниципального образования республики и не более 3 от городского округа город Уфа. Не допускается повторного направления конкурсных материалов, которые уже направлялись ранее на данный конкурс. Для участия в заочном туре конкурса необходимо до 10 октября текущего года направить в Главное управление на электронный адрес следующий комплект документов. Это заявка на участие, самопрезентация, творческий проект, посвященный 30-летию МЧС России. И вот телефон для справочек хотелось бы оставить для уточнения информации о получении документов. Это 252
5907. Документы рассматриваются оценочной комиссией до 30 октября текущего года. По итогам заочного тура по наибольшему количеству в финал выходит 8 человек. Заключительный тур конкурса проводится на базе учебно-методического центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Башкортостан в конце октября текущего года. Точные даты проведения заключительного этапа конкурса ежегодно доводятся в сопроводительном письме от Главного управления, что и будет сделано в этом году. Я закончила. Спасибо. Спасибо большое, Алина Вячеславовна. И уважаемые участники, уважаемые слушатели мастер-класса, я хотела бы напомнить, что у нас имеется чат, в котором вы сможете задать вопросы, и наши эксперты оперативно ответят на ваши вопросы. Ну, я предлагаю сначала проговорить основное содержание нашего мастер-класса, а потом уже начать процедуру ответов на вопросы. И я хотела бы начать рассматривать критерии, которые оценивает жюри во время конкурса. И такой один из основных этапов – это презентация, самопрезентация и визитка. И хотелось бы начать именно с этих позиций. Итак, что касается самопрезентации, здесь имеются определенные критерии, за которые члены жюри будут выставлять баллы. И в критерии входят содержание и форма презентации. По опыту предыдущих конкурсов хотелось бы отметить, что очень многие педагоги, которые участвуют в конкурсе, почему-то очень стесняются представлять свои достижения, и мы когда знаем, что человек активно работает, но половина из того, что он делает, только отражена в презентации, это, конечно, ослабляет работу. Поэтому постарайтесь содержательный момент хорошо проработать. То есть то, что вы делаете, вспомните, да, основные моменты, которые вы считаете нужными, то есть выигрышными, и, пожалуйста, их отражайте в своей самопрезентации. Следующая тоже позиция, она перекликается с предыдущей позиции, это информативность. Пожалуйста, используйте все свои ресурсы, привлекайте методистов и составьте такую самопрезентацию, которая бы отражала всю полноту вашей деятельности. Следующий момент, на который тоже обращают внимание члены жюри, это художественно-эстетическое впечатление. Действительно, сама визуализация вашего портфолио, она должна быть на высоком уровне, потому что вы участвуете в конкурсе профессионального мастерства, да, все должно быть красиво, все должно быть оформлено с учетом требований. И вот когда мы говорим о художественно-эстетическом впечатлении, здесь имеется в виду именно оформление контента вашей презентации. Здесь я рекомендую вам использовать все ресурсы, которые имеются там, PowerPoint, Canva, и подготовить качественную работу, без ошибок, пожалуйста. Бывает часто, когда участники, конкурсанты предлагают презентации с ошибками, когда накладывается текст на картинки, и очень часто многие просто скачивают презентацию из интернета и не утруждаются тем, чтобы хотя бы переправить информацию, которая там есть, и довольно это смотрится некрасиво, да, по отношению к членам жюри. Более того, члены жюри неоднократно, бывает, что такие презентации встречают, аналогичные. Поэтому, пожалуйста, подойдите к этому моменту очень серьезно и сами самостоятельно проработайте эстетическое оформление вашей работы. Следующий критерий – это творческий подход. Ну, действительно, учитель, тем более учитель ОБЖ,
Одна из компетенций учителя – это умение креативно мыслить. И, естественно, если ваша самопрезентация будет иметь какую-то изюминку, отличительную особенность, если она будет выражать ваше творческое начало, то ваша самопрезентация, конечно же, будет выигрышно смотреться, и члены жюри обязательно это оценят. Следующий момент, следующий критерий – это оригинальность. То есть здесь члены жюри оценивают новизну подачи материала, необычность и даже непредсказуемость. То есть если ваша самопрезентация будет, опять-таки, отличаться от тех презентаций, которые в течение 10 лет уже предлагали на конкурс другие конкурсанты, то, конечно же, это будет плюс в вашу копилочку. Следующий критерий – это доступность восприятия и емкость содержания. Здесь тоже у нас, как мы видим, есть некая точка соприкосновения с предыдущими критериями, то есть здесь нам важно содержание, но и, конечно же, доступность восприятия. Если это будет только, скажем, на листе презентации, на листе вашей конкурсной работы один сплошной текст в 12, скажем, да, шрифт 12 будет, то членам жюри очень тяжело будет воспринимать этот текст. Предлагаю разбить данный текст на более мелкие фрагменты, предложить визуализацию в виде фотографий, графиков, таблиц. Но таблицы тоже не должны быть массивными и не должны перегружать один лист. То есть, пожалуйста, подойдите тоже к этому пункту, к этому критерию очень основательно и серьезно. Хотелось бы увидеть качественную презентацию вашей работы. Ну и хотелось бы сказать, что сама презентация – это, собственно говоря, ваше портфолио. Это то, что вы делаете, то, что вы знаете, просто вам необходимо изложить это вот в таком виде, к которому вас требуют. Ну и следующий критерий, который мы будем оценивать, это визитка. Стоит отметить, что не стоит затягивать время презентации вашей визитки. Надо ограничиться максимум 5 минутами. И если у вас будет время превышать, ну, зачастую, например, я, когда бываю в жюри, в этом году я тоже буду, я минусую баллы, если конкурсанты выходят за определенный лимит времени. Поэтому ограничьтесь 5 минутами. Содержание. Ну, конечно, визитка должна иметь смысловое наполнение, обязательно. То есть вы за 5 минут, в принципе, должны представить ваше портфолио. Это сложно, но я думаю, что если у вас будет команда, которая поддерживает вас, она обязательно поможет вам составить такую визитку. Следующий момент. Бывает прекрасный концепт визитки. Мы прекрасно понимаем, что есть идея, есть концептуальность, но, к сожалению, участник конфузится, он не может выступить, ну, ввиду того, что у него не развиты какие-то ораторские таланты, актерские, да, поэтому, пожалуйста, здесь мое пожелание, не бойтесь членов жюри, мы все поддерживаем вас, мы ко всем относимся одинаково, мы всем желаем победы, поэтому просто будьте тем, кем вы являетесь, и показывайте свою работу, не стесняясь, не конфузясь, вы должны быть открытыми. Желательно, чтобы вы не читали с листа, желательно, чтобы это было, как сказать, ну, даже, может быть, импровизация была, но пожалуйста, не читайте с листа. Следующий пункт – это артистизм. Здесь у нас в положении это описывается как использование технических и музыкальных средств, использование средств театрализации, но имейте в виду, что отдельный балл какой-либо, да, мы не будем ставить за этот пункт, вот именно за технические музыкальные средства и
средства театрализации, мы здесь оцениваем больше качество подачи вашего материала, то есть как вы себя ведете во время представления визитки, хочется ли вас слушать, возникает ли эмпатия к тому, что вы говорите. Это вот, в принципе, об этом. Следующий критерий – это оригинальность. Здесь мы оцениваем новизну, необычность и непредсказуемость вашей визитки. Ну, здесь, конечно, пространство для вашего творчества. Я думаю, что вы со своими методистами и группой поддержки тоже сможете сделать оригинальную визитку, которую будет интересно смотреть, интересно слушать и интересно даже принимать в этой визитке участие. То есть если вы будете вовлекать членов жюри в свой процесс визитки, то это тоже, я думаю, будет интересно. Но это не подсказка к действию. Жюри плясать не выйдет. То есть, если это будет какой-то интерактив, это может быть. Ну и что касается группы поддержки, здесь тоже хотелось бы отдельно сказать, мы все-таки склоняемся к тому, что в качестве, ну, как сказать, группы поддержки необходимо приглашать одного человека, чтобы все были в равных условиях. Да? То есть одно дело, когда конкурсант приводит хор мальчиков, да, и другое дело, когда конкурсант приходит, например, просто с помощником, который следит за медиасопровождением. Здесь, конечно же, вот мы все-таки склоняемся к тому, чтобы это был один помощник. Следующий критерий – это пропаганда культуры безопасности жизнедеятельности. Это тоже очень важно. Здесь вы должны показать, какие средства, инструменты вы используете для того, чтобы сформировать у молодого поколения культуру безопасности жизнедеятельности. Да? И даже в самой визитке этому уделить достойное внимание. Так, если у вас есть вопросы, я хотела бы, чтобы вы задали именно по самопрезентации визитки. После выступления Светланы Семеновны мы ответим вместе на эти вопросы. И я передаю слово Светлане Семеновне Волковой, которая с вами проговорит основной момент – это урок. Добрый день, уважаемые преподаватели, организаторы, учителя УБЖ. Еще раз поздравляю вас с прошедшим профессиональным праздником. Ну, во-первых, хотелось бы заметить, Елена Нуровна, что я не единственный эксперт. Я так полагаю, что состав жюри достаточно большой и профессиональный, и представлен и Главным управлением МЧС, и Комитетом по чрезвычайной ситуации, и университетом, педагогическим университетом имени Акмуллы. Ну, поэтому состав жюри будет достаточно компетентен. И по опыту прошлых лет позвольте некоторые комментарии, пожелания в помощь вам, которые могут как-то помочь вам подготовиться. Ну, хотелось бы акцент поставить, добавить акцент в задание самопрезентация и визитка. Вот я хочу, чтобы вы понимали, что в нашем понимании, в понимании тех, кто готовит задание этого конкурса, самопрезентация и визитка – это об одном и том же. Это представление вашего портфолио. Но в самопрезентации вы можете там развернуться, в виде презентации его прислать, чтобы заочно можно было оценить. И тот же самый материал вы можете использовать в визитке. Повторение не будет считаться нарушением. То есть визитка – это краткое представление вашего портфолио, ну, уже в каком-то действии, в вашем живом участии. Поэтому работа не усложняется, а упрощается. Да. Далее, Елена Нуровна не сказала, что в заочном конкурсе есть еще у нас творческий проект, который в этом году посвящен 30-летию МЧС России. И вот что значит творческий проект? Творческий проект
может быть реализованный, представлен, тот, который вы уже воплотили в жизнь и только его оформите. Либо, если у вас такой проект в тематике МЧС не реализован, вы можете его создать и оформить как проект, который вы предполагаете реализовать. И тот, и другой проект, если они качественно созданы, они имеют равные права в участии. Значит, что значит 30 лет МЧС в тематике? Это не только история МЧС, и не столько, может быть, история МЧС. Это ваши реализованные либо планируемые взаимодействия с различными структурами, которые каким-то образом касаются МЧС. Это может быть ваш опыт создания кадетских классов МЧС. Это может быть ваш опыт работы с дюпами, либо какое-то взаимодействие с местной пожарной охраной. Это может быть ваш опыт работы с студенческими спасательными отрядами, с школой безопасностью, участие в различных мероприятиях МЧС, в том числе конкурсных мероприятиях детских. Либо это проект, посвященный каким-то личностям. Допустим, в вашей школе работает преподаватель, который ранее служил в структурах МЧС, и сейчас он благополучно там педагогом доп. Образования, может быть учителем труда, учителем ОБЖ. И вот какие-то проекты связаны с конкретными личностями, либо с ветеранами этой службы. То есть поле достаточно широкое, не нужно концентрироваться лишь на тематике вот 30 лет МЧС и история МЧС. То есть совершенно, опять-таки, мы ждем от вас нестандартного мышления, мы ждем от вас нестандартного подхода, все, что может быть каким-то образом сюда привлечено. Сами понимаете, поле деятельности огромное. Но по проекту, я думаю, вот Елена Нуровна меня дополнит, если что, нам бы хотелось, чтобы то, что вы сделали, при желании кто-то на основании вашего проекта мог ваш опыт транслировать. Либо ваш проект, который создан, но еще не реализован, мы бы тоже могли попробовать реализовать. Либо хотя бы вы сами можете его реализовать. И из проекта обычно видно, то есть реализуемый это проект или нереализуемый. Возможно повторить это, возможно это транслировать, либо невозможно. Откуда это видно? Это видно из четкости структуры этого проекта, из четкого понимания того, для кого он делается, кому в пользу этот проект, то есть какая целевая аудитория, да? Какие силы и средства в это вложены, и как посмотреть, каких результатов мы ждем, как их измерить, какие качественные результаты, какие количественные. Елена Нуровна, можете добавить? Я полностью согласна. Когда вы представляете свой творческий проект, он, конечно, должен быть четко структурированный, чтобы эксперты смогли сразу же, открыв страницу, например, да, понять, о чем идет речь. Должны быть строго прописаны целевые аудитории, на которые направлен этот проект, и, конечно же, реплицируемость проекта. То есть Светлана Семеновна уже об этом сказала, да, чтобы каждый учитель ОБЖ смог взять этот проект и уже реализовать у себя на базе. И еще очень важный момент – это наличие количественных и качественных показателей, то есть как мы измеряем. Количественные показатели, например, приняло участие столько-то детей, разработано, например, столько-то методических пособий, то есть здесь должны быть конкретные цифры. А качественные показатели – это уже нечто другое, например, знания по культуре безопасности жизнедеятельности там, сформированы, да, или еще что-то подобное. Знания тоже можно измерить. Знания тоже можно измерить, но здесь... вот отношения, позитивное отношение... Да, формирование позитивного отношения к культуре безопасности жизнедеятельности, например. Вот это уже входит у нас в качественные показатели. Но если у вас возникают какие-либо вопросы по написанию творческого проекта, вы можете обратиться лично ко мне, я обязательно помогу вам
составить, структурировать ваш творческий проект. Для этого нужно будет просто написать в группу «Школы безопасности», я там имеюсь в администратора группы, и попросить меня, чтобы я включилась в подготовку вашего проекта. Это несложно, на самом-то деле этого не надо бояться. Я думаю, что если у вас готовый проект есть, либо идея проекта есть, то мы сможем его буквально за час, за два с вами своять. Ну и основное требование – это отсутствие плагиата в проекте. Вы поймите, что проекты будут проверяться на антиплагиат, и, конечно, будет некорректным представить чужой проект, либо ранее представляемый, если вы уже когда-то участвовали в конкурсе. Имейте в виду, еще раз повторяем, что члены жюри обычно сталкиваются с тем, что одни и те же проекты, одни и те же презентации каждый год встречаются. То есть просто это аспект уважения к членам жюри. Ну и к другим конкурсантам. Да, и к другим тоже, конкурсантам. Да, к самому конкурсу в целом. Вот. Ну, что касается проекта, я думаю, тут в принципе понятно. Критерии в положении достаточно хорошо представлены. Это полнота раскрытия темы, структурированность, о чем мы говорили, логичность, определение и решение поставленных задач. То есть задачи должны быть прописаны, какие конкретные задачи. Тут опять-таки в проекте всегда есть цель. Цель, она более глобальная. Хотим того-то, того-то, да? А задачи, они более конкретные. Если цель там реализация, достижение чего-то, еще чего-то, что-то такое, более такое весомое, то задачи, они конкретные. Провести вот это мероприятие, сделать вот это, провести вот это анкетирование там, или что вы хотите, или создать кадетский класс, и вот вы показываете, что вы это все уже сделали, либо вы это планируете делать. Реализуемость озвучена, оригинальность, творческий подход приветствуется в каждом из заданий конкурса. Практическая значимость результатов, пожалуйста, тоже не упускайте из виду. Какое практическое значение имеет ваш проект? Чего конкретно вы достигли, если уже реализовали проект? И какую практической значимости желаете достичь, если проект только создан, формируется? Ну и форма презентации, наглядность. Вот здесь вот к бумажному вордовскому проекту вы можете приложить презентацию, либо видеофрагмент или аудиосопровождение, если это вам нужно. Какое наглядное приложение будет, аудио, видео или презентация, роли не играет. Играет роль содержания и соответствия критериям конкурса. То есть вы можете выбрать форму приложения, простую презентацию к этому проекту. Вордовский документ плюс там, презентацию на 12 слайдов. Но если эта презентация будет качественно выполнена и отражать будет суть вашего проекта, этого достаточно. А вы можете 2-часовой фильм нам прислать, который мы устанем смотреть, и он будет ни о чем. Правильно говорю? Вот. Ну и давайте перейдем к уроку. Вот какова бы ни была ваша визитка, да, самым ценным все-таки в очном туре будет ваш урок. Как вы представляете урок, это основные ваши баллы, это основное ваше достижение. Значит, что хотелось бы сказать о критериях оценки урока. В критериях оценки урока следующие: глубина раскрытия тем, владение современными методиками и приемами, межпредметный подход, применение современных информационных технологий, общая эрудиция, новизна подходов, здоровьесберегающий аспект, создание условий для активной деятельности обучающихся и нестандартное домашнее задание. И позвольте остановиться на тех ошибках, которые часто встречаются на данном конкурсе. В данном случае
нужно четко понимать задачу. У вас не урок, а фрагмент урока на 15 минут с четким соблюдением регламента. Далее у вас будет 3 минуты на прение, на обсуждение, на вопросы, на которые вы ответите, либо комментарии. То есть для того, чтобы жюри понимало, насколько ваш урок полноценен, четок в структуре, необходимо создать технологическую карту урока и представить ее жюри до презентации вашей. В самом уроке, который вы презентуете в эти 15 минут, вы, естественно, возьмете те фрагменты, упуская какие-то блоки из этого урока. Вы урок формируете полный на 40 минут, но представляете нам из него 15 минут. Это может быть часть урока в начале, это может быть часть урока в конце, но опять-таки мы должны логику вашу видеть, соблюдать и четкость структуры тоже понимать. Далее, логичность. Опять-таки к этому же, да? Несмотря на то, что это фрагмент урока, в нем, все равно в нем, и в помощь вам будет технологическая карта урока, мы должны видеть глубину раскрытия темы. И часто так бывает. Вот урок яркий, хороший, но непонятно, к чему он. Потому что дается какой-то фрагмент информации, нет целостности восприятия. Но у детей, которые этот урок прошли, должно быть целостное понимание, для чего это, откуда это, то есть каково место урока в теме, каково место темы вообще в общей структуре предмета. И это каким-то образом должно быть отражено, хотя бы в технологической карте. Тема, место урока. Межпредметный, метапредметный подход приветствуется. То есть у вас интегрированный урок. Изначально вот задача построить интегрированный урок. Да? Соответственно, это межпредметные и метапредметные взаимодействия. Ну, здесь останавливаться не буду, вы это уже понимаете. Мы уже давно работаем и по ФГОС, и по межпредметному подходу. Здоровье-сберегающий компонент. Также плотность урока. То есть урок может быть размазан, урок может быть слишком вскачь и поверхностно, и дети не успевают вообще дослушать предыдущие фразы, выполнить задание, поэтому должна быть адекватная плотность урока. Вот такая вот вам сложная задача в 15 минут уложить, опять-таки, не весь урок, а фрагмент урока. Лучше сделать, обозначить фрагмент урока, там, мы будем понимать, исходя из технологической карты, что вы какие-то моменты упускаете, но обязательно в этом фрагменте должно быть домашнее задание, потому что домашнее задание, качество, оригинальность домашнего задания отдельным критерием оценивается. И что касается подачи, вот все-таки приветствуется как в визитке, так и в самом уроке подача яркая, но без клоунады. То есть выплясывать, там, в присядку прыгать, наши эмоции шевелить, я думаю, нет большого смысла, потому что нам нужно ваше педагогическое мастерство, ваше представление себя как преподавателя или учителя ОБЖ или БЖД. Вот, это гораздо более значимо. Ну вот то, что касается урока. Если есть вопросы, мы на них ответим. Вот уже вопрос в чате есть, а если номер для визитки, там задействованы других людей, их 5. Ну, номер для визитки не должен быть концертным номером, поймите. То есть у вас может быть помощник, но это не концертный номер, это ваше портфолио в вашей презентации. То есть вы представляете себя, а не ваше окружение. Да, это очень важный момент, когда за концертным номером теряется вообще личность конкурсанта. И членам жюри очень тяжело бывает оценить
в этом случае человека, конкурсанта, как педагога, да, то есть окружение его затмевает, и здесь уже идет оценка мастерства тех людей, которые, скажем, танцуют или поют. К сожалению, вот это довольно часто встречается. Еще раз напоминаем, это конкурс «Лучший учитель ОБЖ и БЖД». Здесь вы можете проявить себя куда более в интересных ипостасях, поэтому все-таки концертные номера лучше оставить на какой-нибудь другой творческий конкурс. Так, но, может быть, есть комментарии у наших экспертов? Кто-то Ну может вот только вот добавить? добавить ваш ответ, Елена Нуровна, что у нас, в принципе, достаточно времени до очного курса и до очного конкурса, поэтому тут еще все можно скорректировать, у вас еще есть время. Это будет, наверное, в ноябре, не раньше, да, очный? Да. Ну и более того, у вас есть прекрасная возможность, вот предложили помощь, да, воспользоваться этой помощью в составлении, скажем, проектов, подходить, звонить, писать, если возникают какие-то вопросы. Собственно говоря, и этот мастер-класс мы организовали вам в помощь, чтобы вопросы, которые у вас возникают, вы все-таки излагали, чтобы не было недопонимания, и когда вы приходите на очный этап, не было удивления, да, почему вот именно мы так это расцениваем, да, а жюри по-другому. Светлана Семеновна уже сказала, что действительно члены жюри довольно такой имеют весомый, то есть сильный состав, это и представители Главного управления МЧС, и Государственного комитета, поэтому здесь и площадка эта остается, видео будет находиться на платформе YouTube в официальной группе Башкирского государственного педагогического университета, и мы будем следить за вопросами в ваших чатах и в комментариях. То есть если у вас будут комментарии к этому видео, то мы увидим и обязательно в дальнейшем постараемся на эти вопросы ответить. Ну и если у наших экспертов больше нет комментариев и дополнений, то мы завершаем наш мастер-класс. Мы уложились в 30 минут, по-моему, да? 36 минут. Благодарим за внимание. Надеемся, что наш мастер-класс привнесет в вашу работу что-то новое. Спасибо большое.